Уголовное дело о превышении полномочий при строительстве спортзала возбудили в Верхоянском районе Якутии. По сообщению прокуратуры региона, администрация района и индивидуальный предприниматель заключили контракт на строительство арочного спортзала в селе Черемча стоимостью более 11 миллионов рублей. Затем в декабре 2019 года стороны подписали акт о приемке выполненных работ. Подрядчику полностью перечислили деньги из местного бюджета. В ходе проверки Верхоянская межрайонная прокуратура установила, что по объекту не выполнили ряд работ. При этом сотрудники администрации района, зная об этом, подписали акты, содержащие ложные сведения о выполнении работ по муниципальному контракту. Следователи начали проверку по факту гибели рабочего при обрушении породы в шахте в Усьмайском районе. По информации следкома, при обрушении породы в шахте, расположенной в 80 километрах от поселка Солнечный Усьмайского района республики, погиб проходчик золотодобывающего предприятия «Рудник Дуэт». По данному факту следователи организовали процессуальную проверку, в рамках которой будет проведен осмотр места происшествия, опрос очевидцев и работников предприятия, изучена техническая документация. Напомню, что в очистном заборе рудника «Дуэт» поселка Югоренок Усьмайского района произошло обрушение породы скального грунта объемом 4 кубических метра. В результате несчастного случая погиб один работник предприятия. Бывший глава Момского наслега признан виновным в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения в крупном размере. По сообщению следкома, в мае прошлого года глава заключил с генеральным директором одного из коммерческих предприятий договоры об оказании услуг по демонтажу пришедших в негодность листов кровли, ремонту основания кровли и обустройству кровли склада, расположенного в селе Хану. Кроме того, глава незаконно передал для выполнения ремонтных работ строительные материалы на сумму 265 тысяч рублей, принадлежащие администрации муниципального образования. Склад являлся собственностью главы, о чем гендиректор предприятия осведомлен не был. Работы были выполнены, и на счет предприятия, а со счета администрации района по указанию главы переведены денежные средства в сумме свыше 150 тысяч рублей, чем причинен ущерб бюджету муниципального образования на сумму 415 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия мужчина возместил причиненный его действиями ущерб в полном объеме. Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 1 год 6 месяцев. Житель Алданского района Якутии лишился более 350 тысяч рублей, оформив кредит по указанию мошенников. По словам мужчины, ему позвонил незнакомый человек и представился сотрудником банка. Он сообщил о несанкционированной попытке оформления кредита в Красноярске. Далее потерпевший под диктовку лжесотрудника банка для отмены действий мошенников оформил кредит на 250 тысяч рублей в мобильном приложении. Затем по просьбе мошенников потерпевший сообщил им пятизначный код из СМС, после чего с его счета 6 переводами были списаны деньги. Кроме того, на имя обманутого мужчины остался действующий кредит, который он оформил по указанию лжесотрудников банка. За незаконное хранение оружия возбуждено уголовное дело в Устьянском районе. Сотрудники уголовного розыска установили 29-летнего местного жителя, который незаконно хранил у себя дома охотничий карабин. Мужчина пояснил, что приобрел незарегистрированное нарезное ружье в Усть-Алданском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 4 лет. Полицейские установили подозреваемого в краже дорогостоящего якутского ножа в Якутске. В полицию обратились работники магазина с заявлением о краже якутского ножа стоимостью 65 тысяч рублей. Вором оказался ранее судимый за наркопреступление 33-летний мужчина. Установлено, что злоумышленник вошел в магазин в качестве покупателя. Пока продавцы занимались другими покупателями, подозреваемый незаметно достал с витрины один из якутских ножей и, спрятав его в рукаве своего пуховика, покинул торговое помещение. Похищенное у него было изъято и будет возвращено, сообщает пресс-служба МВД по региону. В его отношении возбудили уголовное дело. Следователи раскрыли убийство, произошедшее 9 лет назад. 3 жителям Красноярского края предъявили обвинение в разбойном нападении. По данным следствия, в 2011 году потерпевший приехал на личном автомобиле на встречу со своим знакомым. Под предлогом коммерческого предложения мужчина был завлечен на окраину города Ачинска, где его поджидали злоумышленники. Чтобы ограбить предпринимателя, обвиняемые избили его. Потерпевшего связали и вывезли в лесной массив, где его и убили. С заявлением об известном исчезновении мужчины в правоохранительные органы обратилась его мать. На протяжении последних 9 лет оперативная работа и следствие не прекращались. Одного из самых разыскиваемых серийных убийц России, поволжского маньяка, жертвами которого стали не менее 26 пенсионерок, задержала во вторник полиция в Казани. Следственный комитет опознал его как 38-летнего слесаря Радика Тагирова, который в 2009-м был судим за кражу и освобожден годом позднее. Иногда он прошелся, представлялся сотрудником
Сотрудником чего? Управляющей компании, чистящей вентиляционный шахт. И вот вас пускали женщин домой, и потом что? Ушел. Поволжский маньяк в 2011-2012 годах охотился на одиноких женщин от 75 до 90 лет, живущих на первых этажах многоквартирных домов в 12 различных регионах России, преимущественно недалеко от реки Волги. Убийца использовал такие предметы, как пояс от халата, фартук или шнур от утюга, чтобы расправиться с жертвами. Почему именно вы душили, выбрали этот способ убийства? Тихий, быстрый. Не знаю. Без болезни. По словам задержанного, основным мотивом преступлений были ограбления. Спонтанно все это кушать хотел. На улице над жил. Силовикам еще предстоит выяснить, действительно ли череда убийств закончилась в 2012-м. По словам следователей, люди с подобными наклонностями сами не останавливаются.